Look, look. Look, hayda. Look. Look, 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 look. Look. Hayda. Look, look, молодец, давай. Look. Look. Look, look, look. Look, look. Мам. Каракат идет. Ну что? Мона. Всем привет, ребят. Собрались мы на болото сегодня. Сегодня 20 число, 20 сентября. У меня с собой триммер. Хочу там скосить траву, подготовить место для охоты, для весенней охоты. В таком виде мне идти где-то час. Час я буду, по времени буду идти. Неудобно, конечно, чуть-чуть даже тяжело триммер тащить на себе. Но надо. Раньше я ездил туда на машине каждый год. На машине перевозил вещи, работал и обратно возвращался. А сейчас моста нету, приходится на себе таскать все эти инструменты. А к весенней охоте я уже готовлю все с осени. Кто из подписчиков со мной видел уже мои видео про подготовку. Вот так. Ну, сходим, посмотрим, что и как. Сегодня очередной раз был на речке на охоте. Сегодня 20 число и немножко был перелет уток. Высоко, конечно, летали. Ни одного патрона я не выстрелил. Стороной летели, высоко летели. По-разному бывало. Но сегодня утки были. И первый снежок сегодня был. Немножко снега. Ну так, чуть-чуть выпало. Незаметно даже. Но прохладно сегодня. Самое то для работы. Все, я иду. Я повербанк не взял. Много болтать не буду. Если что, на обратном пути. А сейчас я буду экономить батарейку. Иду, как всегда, вдоль кладбища. Другого пути у меня нету. Обходить неохота. Ну и заходить на кладбище тоже не будем. Конфеты ничего с собой я сегодня не взял. Забыл. Как-то и не подумал. Надо было как-то родственникам по конфетке положить, но другой раз. Ну тут, как всегда, вдоль гаража сейчас еще будем идти и там на дорогу выйдем. Собаки ушли уже. Вон там вдали видны они возле будки. Тула всегда впереди. Странно, но сегодня почему-то народу на болоте никого нету. Обычно с утра до вечера люди
собирает ягоды. А сейчас пока никого не видать. Где хозяин? Ага, никого нету. Вот такой каракад используют охотники. Будка стоит, рабочая будка. А трактора, как мы уже много раз видели в речке, все трактора. Олег куда-то уехал, ушел, наверное. Вон там вдали. Вижу одного человека. Ага, там собирает, оказывается. И нашел аж в той стороне болото. Ну вот, тут шалаш мы видим у знакомого. И надеюсь, видно, как все уже скошено у него территория, где у него будут стоять учела. Старый шалаш мой там. Вот какое поле, если скосить. Знаете, сколько воды здесь будет весной? Можно вот так стрелять. Но мы пойдем на свое место, и наша задача, в принципе, такую же работу сделать. Вот так скосить. Но у него траву скосил, но не убрал, а я грабли еще взял. Лишний груз тащу на себя. Может, и не надо граблями убирать. Видно, он оставил все. Ну, примерно 40 на 40 он скосил. Да, траву не убрал. Но здесь ветер сильный, он ветром, если что, траву унесет, если на воде трава будет. А скосить обязательно надо. Вот смотрите, территория скошена и не скошена. А весной, как снег растает, перчатки у меня дырявые оказались, снег растает и, как сказать, трава будет мешать. Ну, вода не чистая будет. Айда, недалеко от меня. Тулан где-то с полкилометра впереди бежит, потом Айда его догоняет, метров 250. И на золотой середине останавливается, на Тулана посмотрит, на меня посмотрит, в какую сторону дальше бежать. И обратно возвращается. Короче, меня не оставляет. А Тулан сам по себе. Он с первых дней, с возраста щенка, там уже такой он самостоятельный. Вот и наш уголок, перекресток. Ну, будем заворачивать на болото. Сейчас уже буду идти по болоту. Как всегда, ребята, здесь ветрено. Мы уже подходим к шалашу. Вот какое шикарное поле тут у меня. Хорошее место я выбрал для себя. В стороне от толпы тяжело ходить, но зато один. Тут кроме меня никого нет поблизости. А я люблю одиночество. Выбираю трудный путь, но зато один. Фух. Вот так. Фронт работы у нас. Где-то 1,5 литра бензина надо сжечь. Косить. Воды много. В прошлом году меньше было воды. Болото в этом году очень сырое. Вон далеко, вон там в тайгу убежал. Вот с весны я тут не был. Вот так. Там снова видно. Вот так. Вот тут мое хозяйство. Тут что за... Может, птицы, что-то. Смотрите, сколько патронов. Коля Калистратов у меня друг. Она гнездо. Как я думаю. О, ну птицы гнездо тут было. Гнездились тут.
такой вид, ребят. Кто первый раз на моем канале. Сейчас будем готовиться. Вон, идет тут. Она всегда рядом. Ну и Тулан тоже прибежал. Ужасно спотел. Сейчас попью чашечку кофе. Чашку кофе попью. Небольшой термос взял. Вот Туланчик. Вон он. А? En пытаться спать. Фу. Нельзя. Оспать, Стян, оспать. Какие хитрые. Чашку чая, ой, кофе бахнул и будем работать. Что может быть приятнее, вкуснее запаха чая или же чашечку кофе на природе? Очень вкусно. Блин, так приятно. Собакам хлеб тоже взял. О, села воду. Но это грязнуля-то любит воду. Везде капает. И хлеб для них взял. Для себя тоже немножко хлеба взял. И погода самое то для работы. Это очень хорошо. Mâinile. Nu înțetești. Mână găleaită, mână. Дела потихоньку идут. Тут еще одна заправка осталась. И
Блин, опять еще один. Не волнуйтесь, это не медведи, ребят, ловят. Ягоды собирают. Ягоды собирают. Айда выпендривается. Ну, ну иди, трусишка. Ну не видно там, вон там. Возле сосны там. У меня триммер, выключая, не выключается. Короче, открутил вот эту штучку, крышку. Но я ни разу еще не открывал здесь. Все замаслено. Так. Ну, идет в карбюратор тут. Тут, оказывается, воздушный фильтр стоит. В воду еще упал, блин. И вот. Короче, притерлась тут. И провод, короче, отсоединилась, ну, порвалась провод. И этот выключатель не работает. Короче, чтобы выключить, надо поставить на выключено и замкнуть, потому что выключилось все. Блин. Обратно все надо собрать. Видно, тут такая поролон такой небольшой стоит. Ну и крышка. Так, интересно. Вот так он стоит. Так. Ну и обратно закрутим. Не знаю, заведется, нет у меня. Но работает, хоть и отсоединено, работает. Только чтобы выключить, надо замкнуть. Тулан куда-то далеко ходил, в сторону дороги. Думал, убежал уже. А потом вернулся. Вот смотрите, сколько воды. По колено. Я граблями убирать ничего не буду сегодня. Очень много воды. Но в этом участке более-менее. А там вообще сыро. Ну, искусственный пруд, в принципе, получается у нас потихоньку. Каждым годом так. Очень траву. Вон там далеко. Ладно, сейчас минут 5 перекурю и дальше продолжу. Осталось-то где-то полчаса-час работы. Вот с полторашкой. Это уже третий раз уже заправляю. И у меня в бачке еще было бензин. Это четвертая заправка. Чуть-чуть еще, наверное, останется. О, нормальный ход. Ну что, ребят, я свою работу закончил на сегодня. Скосил вот такой участок, искусственный пруд, будем считать. Здесь весной будет стоять вода, чистая вода, куда будут подлетать утки, садиться и будем их стрелять, добывать. Вот так. Ну, на этот участок у меня бензина ушло ровно 1,5 литра. 1,5 литра. В будущем году больше 1,5 литра не надо носить. Потому что у меня еще осталась целая заправка. Остатки я залил в бак. Собакам скучно, бездельничают. Сейчас я попью чаек, ну, кофе, то есть с хлебом попью. Собакам также дам. И сходим вон до того леса.
посмотрим клюкву. Я еще ведро взял. Может, где-то литр-два наберем клюкву. Ну, посмотрим, есть или нет хотя бы. В прошлом году много клюквы в той стороне было. Можно обойти вот так до сюда, пройтись. Заодно собака прогуляется. А сейчас пьем кофе. Кофеек. Вот такие делишки. Фу. От вибрации, от того, что триммер работает, вибрация, и руки становятся ватными. Вот такие делишки.